Потолок, видите, пол я вот закрыла, холодный, вот, хотя я сделала ремонт, закрыла свои окна, пластиковые, видите, я сделала окна. Все равно продувает. Пол, посмотрите, посмотрите, как холодный пол. Трещины на потолках и в стенах, отсутствие отопления, проблемные санузлы, слабое освещение и более 20 лет жизни в такой обстановке. Все эти годы Мака Котикова по мере возможности пыталась улучшить жилищные условия, но проводить ремонт здесь нет смысла. Пол осел почти на 10 сантиметров. Местами образовались глубокие ямы, которые Мака периодически засыпывает песком. В ряде помещений нет освещения, проводку нужно менять полностью. Дом построен в 1964 году. Видите, кирпич лопается, видите, кусками. Каждый день я оттуда почти совок вытаскивала кирпича. Ну, я как раз, когда мы пошли на совещание, пожаловалась там. Многоквартирный дом по Красноармейской, 22 признали аварийным в 2015 году. По соседству таких еще 3 здания. По программе переселения в этом году Мака получила долгожданный сертификат на приобретение жилья. Женщина много лет без мужа воспитывает детей. Учительской зарплаты еле хватает на нужды семьи. Как только поступили федеральные средства, сразу приобрела квартиру стройвариант во 2-м микрорайоне Малгобека. Я получила как двухкомнатную квартиру, но у меня чуть больше квадрата, 2 миллиона и 20 тысяч я получила. Цены быстро поднялись, пока получали деньги. И я взяла стройвариант в 2-м микрорайоне квартиру. И в таких, если не хуже, условиях находятся соседи. Переселить всех должны были не позже декабря 2017 года. Правда, по неизвестным причинам процесс затянулся на 6 лет. Вот в доме напротив, Базоркина 75, квартира 2, Чичвах судим. На протяжении этих 5 лет шоц их тысяч. Полностью пол, комиссия, хай-аля, Малгобекский, цан-бадды, тачиш-лилуш-дохи. О сырости тут только говорить не стоит. Нужно зайти и посмотреть. Стены, вон, видите, какие валятся, железом убивают. То же самое снутри происходит. Жить невозможно. Какого числа, в каком году нам же должны были поменять дом? Посмотри. Деньги-то эти скушал, значит, кто-то. Улучшить свои жилищные условия в этом году смогут 7 семей Малгобека. В сентябре 23-го им перечислили средства в рамках республиканской программы переселения граждан из аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда». Было составлено общее соглашение, потом впоследствии на основании этого соглашения были администрацией города заключены с каждым из жильцов многоквартирных домов соглашения о доведении, значит, о выкупе жилого помещения в аварийном многоквартирном доме. 195 человек, 2256 квадратных метров. Всего в 2023 году средства на приобретение жилья выделены 41 семье, которые проживают в Сунже и Малгобеке. Кроме того, на сегодняшний день завершены работы по расселению жителей из аварийных домов в рамках этапа 23-24 годов. Это 24 человека из 6 жилых помещений. Так, плановый показатель, рассчитанный до конца текущего года Минстроем республики, выполнен досрочно. Сейчас мы расселяем аварийные дома, признанные аварийными в установленном порядке до 1 января 2017 года. То есть дома, у которых имеется акт и заключение комиссии о признании такого дома аварийным, они включены в эту программу, они расселяются. После этого уже, исходя из утвержденной стоимости приказа Минстроя России 1 квадратного метра жилого помещения по регионам, она утверждается ежеквартально, регион получает определенную субсидию, и исходя из этой же стоимости мы направляем эти средства в муниципальное образование, которые после этого начинают реализовывать программу непосредственно с гражданами. Расчет стоимости цены за 1 квадратный метр жилья в этом году составил чуть больше 45 тысяч рублей. Некоторые семьи остались довольны выплатой. Другие делятся, что им в связи с повышением цен на недвижимость не хватает этих денег для покупки жилья. У меня квартира выходит на 1 800 000 только. 1 800 000. Например, нет никакого варианта купить здесь ни квартиру, дом вообще я молчу. Минстрои объясняют, уже несколько лет программа реализуется путем выплаты выкупной цены за изымаемое аварийное жилье. Участниками также являются муниципальные образования, с которыми Минстрой заключает соглашение о перечислении средств, проводит работу с гражданами, заключают соглашение о выплате выкупной цены, переоформлению помещений, сносу и освобождению земельных участков. Граждане получают деньги взамен изымаемой площади, которыми могут распоряжаться по своему усмотрению. Строительство
строительство многоквартирных домов, оно сопряжено с выделением определенных участков. Процедуры строить многоквартирный дом приходится там, от 1,5 до 2 лет, там, наличие всех соответствующих документов, ЗОС, ввод объектов в эксплуатацию, оформление помещений в собственность застройщика. После этого уже заключение заказчиками процедуры переоформления на республику, потом в города, в районы оформления в граждан. Это более длительный процесс, а федеральный центр постоянно сокращает сроки освоения средств и достижения результатов. Субъекты, которые не справляются, либо запаздывают с такими мероприятиями, они лишаются средств просто. Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется с 2007 года. В 2024-м Минстрой планирует приступить к реализации этапа 2024-2025 годов. Это 29 квартир и 132 человека. Помимо этих, еще 27 домовладений в регионе признаны аварийными после 1 января 2017 года. Согласно закону, после завершения текущей будут формировать новую программу, которая, вероятнее всего, будет реализована с 2025 по 2030 годы. Диана Дударова, Султан Булгучев, Новости 24.